Камрате по улице Ялпукская Федора Костович проживает более 60 лет. Домик у нее хоть и старый, но крепкий, как говорит жительница. С радостью и одновременно с тревогой в голосе сетует, что совсем недавно Бог уберег ее от несчастного случая. Потолок упал утром около 9 часов. Только подошла к двери, как он свалился. Когда проезжают большегрузные машины, весь дом сотрясается. За пенсионеркой Федорой Костович присматривают соседи. Они успели прийти первыми на помощь. Утром еще не стала, мне соседка звонит, быстро, говорит, иди, говорит, посмотри, говорит, что у бабдора. Я говорю, что случилось? Она говорит, быстро, говорит, иди сюда, говорит, я от страха, говорит, у меня руки дрожат. Я прихожу, здесь до двери целая глыба, извините меня, этого глины. Господи, мы начали убирать, бабушка плачет. Я говорю, успокойтесь, сейчас мы переоденемся быстренько, вам поможем. Помогли бабушке как могли, пришли внуки, тоже помогли. В результате движения грузового автотранспорта возле дома пенсионерки образовалась яма, что еще больше усиливает грохот проезжающих машин. Сотрясаются все вблизи расположенные дома. Жильцы района считают, что потолок у соседки упал в результате движения грузового транспорта. Возле нашего дома образовалась очень большая яма. По нашей улице проезжают все фуры, большегрузные машины. И каждый день мы ощущаем в себе как будто 2-3-бальное землетрясение. Постоянно мы живем с такими проблемами. Мы даже уже, если землетрясение у нас будет, мы даже и не почувствуем, что у нас землетрясение прошло. И вот сегодня уже была последняя капля, как говорится, набралось, и мы обратились к Сергею Ильичу, нашему примару. Он нам сегодня сам пришел, посмотрел и обещал решить нашу проблему. На жалобу горожан примар Сергей Анастасов откликнулся. Он встретился с жителями микрорайона Заялпужья. Поэтому устраним и эту яму. Это проблема у нас с улицы Ленина, Котовского, это дорога М3, где проезжает ЕР-37. Это все дома в таком состоянии. Бабушка одна здесь живет, у нее нет сегодня средств построить новый дом себе. Данный случай помог примарии выявить еще одного одинокого пожилого горожанина муниципия. Федоре Костович будет оказана необходимая помощь. А вот бабушка одна, 81 год, она ни разу не была, она же не знает, где дорога примарии. То есть она и инвалид, и одна живет в этом доме. Одна печечка здесь у нее есть. Вот сюда мы будем ей помогать. Отправим хотя бы складометр дров, потому что она печку топит здесь. И ассистента будем отправлять в эти места, потому что не всегда ее дети могут ее навестить. По словам главы муниципия Сергея Анастасова, пока будет строиться объездная дорога, на улицах, по которым проезжает грузовой автотранспорт, будут проведены ремонтные работы. На улице Ялпукская расположено около 1000 домов.